Так, ну чё, в общем, дело такое, мотор кушает масло. Вот я проехал 1000 миль, и за 1000 миль я примерно долил пол-литра, наверное. Ну, не больше, ну, пол-литра точно есть. Вот, ну, это как бы для меня ненормально, для меня это много. У меня Toyota для этого была, Toyota Avalon с пробегом 200 тысяч миль, которую я брал. И она масло вообще не хавала, вот серьезно, вот не хавала. И для меня, как бы, когда мотор кушает масло, это сразу что-то не то прям. Хочется это все исправить. Вот, и как бы подкушивает масло. Но, как я почитал на форумах, как бы для вольвовских моторов, это нормально. А здесь 6-цилиндровый 3.2. И это типа для них это нормальный масложор. Но в любом случае, что бы ни было, вот эта штука называется вентиляция картерных газов, вот этот короб. И его ресурс примерно 100 тысяч километров, 100 тысяч, а у машины 200 тысяч миль пробег, то есть практически 300 тысяч километров. И этот вот это ВКГ, вентиляция картерных газов, он оригинальный, он 2011 года. Машина 13, а этот 11. Вот. И для профилактики это, кстати, он может быть причиной как раз, почему масло хавает мотор. Одной из причин. Там причин множество может быть, что там задирано в цилиндрах. Но вот это самое простое, просто поменять, что можно сделать. Я уж его поменяю, хотя таких объективных причин, что он поломан, там как-то работает неисправно, нету, потому что там на заведенный двигатель надо открывать крышку, и крышка должна всасываться. Она у меня всасывается, то есть я прям ставлю ладошку и чувствую, как всасывается, воздух всасывается в мотор. А если неисправный ВКГ, часто просто наоборот, воздух выходит оттуда. То есть задача как раз вот этого ВКГ, вентиляция картерных газов, убирать все газы изнутри двигателя, которые там скапливаются по той или иной причине. Оно должно все вентилировать. Вот. А если он не вентилирует, то эти газы просто ломятся из всех щелей, получается, и потом начинают всякие сальники ссаться. Масло течь оттуда начинает. Поэтому в любом случае я купил новый, $35 стоит. Ну, не оригинальный, я не знаю, на Амазоне нашел. Так что сейчас приступлю к снятию этого короба. Вон, Швеция, все дела. Нормально. Вот я его снял. Вот что, собственно, мы здесь видим. Вот такой вот налет от масел. Вот. Я не знаю, норма это или нет. Здесь просто масло скапливается. Масло, кстати, заливал 1000 миль, ну, почти 1500 миль назад. И оно уже потемнело. Потому что, ну, я не знаю, как масло меняли ведь до меня. С какой периодичностью. Потому что в паспорте на эту Volvo стоит обслуживание по маслу 10 тысяч миль. Ну, это охренеть как много. Какие 10 тысяч миль? Там масло, оно просто не доживет до 10 тысяч миль. Как бы, тогда как нормальные машины, ну, среднестатистические машины, это 4-5 тысяч миль. У Sonata вообще 3750 было написано. Вот, и ну, я как бы планирую каждые 4000 менять. То есть 4, ну, даже не 5, а 4. То есть я считаю, это для масла это нормально. Потому что масло, оно просто не доживет. Как бы. Всякие отложения, коксоваться везде будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это такое? Что-то какая-то херня там. Вон, сверху лежала. Ого. На болтах, блин. Что-то фигня. Да. Надо протереть здесь все хорошенько. И масло потом поменять уже, потому что я даже до 4000 оно не доживет. Да, ну вот не эмульсия это, конечно, но там скапливалось годами здесь все. Да. Ну что, поставил новую ВКГшку. Будем смотреть за расходом. Надеюсь, поможет.
Да, уйди отсюда. Идите там играйте, убегайте отсюда. Все пальмы пообрезали здесь. Видите, не только в России деревья куцают, как я помню. В Чебоксарах такие оставались одни палки какие-то ужасные. Здесь тоже пальмы куцают. Ну, пальмы они сами все такие, конечно. Тени поменьше будет. Сейчас под 30-ку температура, короче. И у меня аллергия началась. Деревья, видимо, подумали, что весна. И начали пыльцу свою опылять. Капздец. Сейчас таблетку закинулся. Это все равно ужас. Хоть с таблеткой, хоть без таблетки. С таблеткой какой-то вареный становишься. В любом случае вареный. Капздец. Вот. А на следующей неделе похолодание опять будет. Вот эти качели задолбали, честно говоря. Ты только вот шортики там оденешь. К теплу уже привыкаешь. И тут на тебе опять холод, опять штаны теплые одевать с подштанниками. Фу. Опять холода пришли, сейчас 2 дня будет. Ночью почти 0, днем где-то 10. Вот, и чувствуется у машины, вот как холодно, все резинки дубеть начинают, машина по-другому ощущается, прям жесткая. Там шумит вот это где-то подушка двигателя, то ли что. Когда тепло, она не шумит. Когда холодно, она начинает стучать. И вообще двигатель прям чувствуется. Все резинки дубеют, машина по-другому ощущается, прям неприятно. Так что вывод один. Будем ждать уже конкретного тепла, и все будет нормально. Вон леса горят сейчас. Сухая погода, сильный ветер, сухой. Утречко, 8 часов утра. 2 градуса тепла всего по Цельсию. Зима заканчивается, сегодня какой там 24 февраля. Вот, и, наверное, последние такие морозы, можно сказать, в этом году, возможно. Не знаю, посмотрим, какие сюрпризы еще Флориду ждут. Я всегда был производителем контента на Ютубе. Ну, давайте возьмем Ютуб. Вот я начал делать канал, да, я путешествовал, потом начал канал делать, и люди на меня подписаны, люди смотрят. Вот, но вот как началась иммиграция, по сути, у меня жизнь поменялась резко, и я стал потребителем контента, то есть контента произвожу мало, и это и то такие там, можно сказать, это все, что идет вот сейчас, это все такие дневники, просто влоги, как бы, не про путешествия. Вот, и я сейчас вот стал активным потребителем контента. То есть смотрю, слежу за людьми, так же, как раньше люди за мной следили, и кто-то следит до сих пор. Также вот сейчас я смотрю, там всякие блоги, и понимаешь, что ты следишь за чьей-то жизнью больше, чем за своей. Ну, вот я так смотрю, а за своей жизнью я что-то не слежу вообще. Как-то все как-то уныленько так. И вот понимаю разницу от
производителя контента и потребителем. И вот поэтому я хочу немножко, вот не думаю, ну, надо на самом деле сделать детокс такой, потому что что-то я много слишком информационного потока в себя вливаю, разного, нужного и ненужного. Вот, поэтому немножко отдохнуть от этого всего надо, сконцентрироваться на себе, на своей жизни. Вот, потому что сейчас что-то чувствую, я этот год переломный будет. 26-й. Переломный в моей жизни. Потому что чувствую, что у меня накипает внутри все. Накипает от того, что... Ну вот... От того, что я живу не так, как душа просит. Душа очень грустит у меня. Мягко так сказать. Ну, уже давно грустит. По сути, вот сколько? 6... Да какой 6 уже? 7 лет почти миграции. Осенью будет 7 лет. И все эти года это, по сути, у меня просто живу... Терплю, точнее, я больше, наверное, терплю, потому что понимаю, что все не так и все не то. Не то, что не так и не то даже. Грех жаловаться, на самом деле, да, как бы. Грех жаловаться, но... И вот явный показатель, что жизнь идет куда-то не туда, это то, что я стараюсь не думать о своей жизни. Но я уже давно так делаю, как бы просто стараюсь делать и не задумываться. Вот, например, надо там чуть-чуть поработать, там, чтобы денежка была. Мне эта работа очень не нравится, да, там, ну, вот даже вот там доставки, такси, ну, меня это уже все достало, честно говоря. Не потому, что я не хочу там работать, не хочу денег заработать. Если надо, я сделаю. Просто я не вижу глобальных каких-то перспектив вообще. То есть как будто все, как будто я умираю потихоньку. И, естественно, когда ты начинаешь об этом задумываться, у тебя такое уныние просто находит на меня. И я просто стараюсь делать и не думать, короче. И вот это самое плохое, что тебе тошнит вот от того, что ты там делаешь. Вообще потому что я не вижу глобальной сути, понимаете? Вот для меня самое главное, чтобы вообще в жизни, чтобы это мне было интересно. Любая работа, да хоть что. Если мне это интересно, я это буду делать с удовольствием и не ради денег. Деньги это вообще для меня как бы такой... Ну, не мотиватор. Для меня мотиватор, чтобы мне просто было интересно. Понимаете, я в путешествии Я почти все свои путешествия делал, ну, без денег изначально. Я выезжал с 10 рублями просто, понимаете? То есть там не в деньгах делаю, потому что я бы мог там накопить, там, собрать деньги и поехать. Но это понятно. У меня настолько было сильное желание путешествовать, что я просто вот выезжал без денег. С 10 рублями вот свое кавказское путешествие я сделал. 10 рублей у меня железных было. Вот, и для меня самое главное, чтобы был интерес, чтобы было интересно, чтобы я видел глобальную какую-то... Не то, что даже глобально, знаете, я что-то сказал глобально, что глобальные какие-то цели. Да нет, не глобальные цели. Я просто хочу жить свободно и хочу жить... как сказать правильно? Хочется быть таким независимым. И не в финансовом плане даже, а просто душа вот хочет полета. Романтик я такой, наверное. Романтик. А вот сейчас, пока я живу, я не вижу что-то никаких перспектив. Хотя живи, кайфуй, в Америке, не в самом плохом месте. Мягко говоря, не в самом плохом. Живешь, кайфуешь. Ну нет, не могу я, все равно вот не то. Для меня интерес, самое главное, чтобы мне было интересно. А мне интересно путешествовать. Я хочу двигаться, чтобы каждый день новые горизонты были, новые места, новые люди. Вот мне вот это нужно. Я вырос в этом, потому что как человек вот. И мне очень тяжело без этого. Если бы у меня детей не было, я бы давно уже так сделал. Я бы вообще не сидел бы на месте. Но... Сейчас у меня дети маленькие, так пока что. Я наслаждаюсь этим возрастом, я стараюсь наслаждаться. Но вот тоже вот ты не можешь ничем наслаждаться, потому что живешь не так, как хочешь. Вот дилемма жизни же, ёпрст, это что делать-то? Фу,
Все, сегодня уже теплый день, ну сейчас где-то 16 градусов, но до 22 дойдет. Вот. Солнце печет. Я аж разделся позагорать чуть-чуть. Белый это. Солнце печет нормально. Сегодня решил Эльдарку на велике забрать, а то что-то вообще на машине неохота ездить, когда работаешь по вечерам еще, машину видеть не можешь вообще. Как хорошо все-таки, когда живешь на воде. Проснулся, потянулся, каяк в воду свалил и поплыл. Поплыву с утреца. Сейчас эти выходные, сегодня воскресенье, байквиковская неделя. Работаю уже там 2 ночи подряд. Вот сейчас надо размяться немножко. Сегодня еще воскресенье, надо поработать будет, а потом 3 дня буду отдыхать. Вот сейчас за каждый день почти вчера почти 350 сделал. Ну вот каждый день по $400 у меня сейчас получается, практически по 400. Нормальная неделька байквиковская. Нормально сегодня ветер мутузит. Волны, ветер. Сейчас против ветер северный, плыл на север, вообще тяжеловато. Сейчас назад плыву. А так хорошо вообще. Солнышко. Бриз такой свежий. Сейчас за Ильдаркой в школу плыву на каячке. Заберем его. Каяк на схрон здесь оставляю. Иду в школу. Все, забрал Идаку. Одели жилет, сейчас поплывем назад. Вроде как повезло сейчас с течением. Сюда плыл с попутным течением. С приливом. И сейчас отлив начался. Сейчас вроде тоже будет попутное течение. Да, и мы пошли на кораблик. Да, домой на кораблик поплывем. Все, не остановиться на ней, да? Да у нас тут весна пришла, вот как по щелчку прям вот. 1 марта, вот сегодня 2 уже, и вот погода совсем другая. Уже температура не сказать, что прям высокая относительно вот там резкого какого-то скачка, но ночная температура теперь повысилась. Уже не так прохладно, уже около 20 градусов, это уже слишком тепло даже для ночи. Так, а у меня здесь обновки. Ну, как сказать, обновки. Апгрейд. Заказал кроссбар. Дарк там спрятался. Я аж испугался, думал, что там звенит. Кроссбар заказал и байк-рак. Ну, короче, держалку для велосипеда на крышу. В общем, все это мне вышло $70. Все новое. Вот. За качество пока не знаю, но я нашел самое дешевое. То есть остальные ценники, ну, сами знаете, это Туле, шведский производитель в основном. Они очень дорогие все. Это какие-то ноунеймы, я не знаю. В общем, с Амазона, там один с Walmart я купил.
Вот пришло сегодня. Вот это к раме крепится. Здесь сюда колеса вставляются. Так, не надо, так, не лезь сюда. Не лезь, не лезь. Да. Главное, стекло туда не лезь, а то треснуть может. Вот, так что все, будем возить велосипед, кататься по лесам. Мне кажется, для Volvo вот любая конструкция на крышу, там крепление для велосипедов, каяков, там какой-нибудь этот бокс, travel box, как его, кейс, он только украшает. Это такой апгрейд, мне кажется, для любой Volvo, какая бы ни была. То есть это прям реально такой апгрейд. А особенно велосипед, если сверху, это вообще шикарно. Это вообще шикарно будет. Volvo для этого и предназначены. Для здоровых духом людей и телом. Вот сколько уже? 5 лет уже в Дайтоне живем, можно заметить, как Дайтона обросла людьми. Людей однозначно стало больше. Дороги стали нагруженными. Прям раньше было попросторней, посвободней. Сейчас не очень много машин стало. Все переезжают на юга.